20 февраля в Нагорно-Карабахской республике состоялся конституционный референдум. Новый проект Конституции предполагает переход к президентской модели правления. До референдума действовала и Конституция, в которой предусмотрена полупрезидентская форма власти. Основной целью вынесенной на референдум реформы является укрепление основных прав и свобод человека и усовершенствование баланса ветвей власти. За ходом всенародного голосования наблюдала и абхазская парламентская делегация. С рабочей поездкой Арцах посетили вице-спикер парламента Эмма Гамисония и депутаты Левон Галустян и Ахра Пачулия. Выборы очень демократично проходили. Соответственно, с кодексом, по законодательным кодексам, все документы той страны нам были представлены. Конечно, как наблюдатели, наша миссия следить за законным проведением референдума. Это для нас тоже, как законодателей, была главной задачей. По словам парламентария Левона Галустяна, в ходе поездки абхазскую делегацию приняли президент республики Баку Саакян, председатель национального собрания Ашот Гулян и глава МИД Карен Мирзаян. Говоря о приоритетах двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Республикой Арцах, действительно прошли ряд встреч на самом высоком уровне. Вы знаете, в Арцахе питают особые чувства и особое отношение к братскому абхазскому народу. Трудно сегодня найти слова и охарактеризовать эти братские отношения, потому что они пронизаны какой-то особой теплотой. И об этом говорил и Баку Саакян, лидер страны, и премьер-министр, и спикер национального собрания. За ходом референдума следили свыше 100 международных наблюдателей, а также представителей Европарламента. Однако руководство Азербайджана, согласно информации агентства Арцах Пресс, объявило ряд наблюдателей фигурами нон-грата и запретило им въезд на территорию Азербайджана. Официальные власти Баку сделали заявление о том, что международные наблюдатели, участвовавшие в референдуме в Нагорном Карабахе, в республике Арцах, будут внесены в так называемый черный список. Не будут иметь возможность посетить Азербайджан, республику Азербайджан в дальнейшем. Но один из депутатов Европарламента, кстати, он у нас бывал здесь и в Абхазии тоже, Фрэнк Энгел, представляющий Люксембург в Европарламенте, он заявил о том, что еще до этого, то есть 2 годами ранее, он посетил республику Нагорный Карабах, и после этого он был заявлен персоной нон-грата в республике Азербайджан. Но тем не менее, он, как заявил, не нашел себя в списках тех лиц, которым запрещено въезжать в республику. Вот. Ну, конечно, мы слышали о том, что такое заявление было, но в дальнейшем не знаю, как это будет отражаться. Референдум в Арцахе состоялся. За конституционные реформы проголосовало более 80% населения. Комментируя переименование Нагорного Карабаха на Арцах, вице-спикер абхазского парламента Эмма Гамисония отметила, что такое решение жителей основано на желании вернуть республике исконное историческое название. Теперь в новой конституции будет закреплено название Республика Арцах, заключила вице-спикер. Анастасия Никонова, Торника Амичба, Абаза ТВ.